Сегодня в ролике мы с тобой посмотрим на десятку крутых, интересных и просто залипательных игр для твоего телефона или планшета. И всем привет, братюни-сестрюни, меня зовут как всегда Лайк. Ставь лайк, если хочешь больше топов, и комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Как и всегда, усаживайся поудобнее, наливай чаёку, и мы с тобой начинаем ролик. Если хочешь приключения, где исследование реально двигает историю, сначала вся история держится на простом вопросе: как вообще не сломаться в настолько враждебной среде? А потом поверх выживания начинается раскрываться и другое: забытые цивилизации, тайники, механизмы и общая загадка, которая постепенно собирает путь Лары Крофт в истории ее становления. А цепляет здесь то, что игра не застревает в одном режиме. В один момент ты шаришься в руинах и ищешь скрытый проход, в другой разбираешься с головоломками, а потом резко переходишь в напряженные стычки, где уже нужны точность, темп и нормальная реакция. Плюс по мере прохождения открывается новое оружие и улучшение. И да, здесь есть и небольшой, но открытый мир, который помогает приключению не сжиматься до набора отдельных сцен. Короче, это очень прикольная, атмосферная, довольно дорогая, но интересная игрушка. Поэтому советую поиграть. Но мы с тобой двигаемся к 9-й строчке. По атмосфере это почти Дедлок, только в нашей мобилке. Здесь все упаковано в более короткий формат. Это моба от третьего лица, где все крутится вокруг линий, крипов и башен, которые цепляют первого врага в зоне поражения. Но игра не пытается тянуть матчи бесконечно. Катки длятся примерно 15 минут, поэтому темп здесь бодрый и почти с самого старта. Отдельно выделяется система быстрого перемещения к центру карты через цветные линии на земле. Такая мелочь реально меняет ощущение матча. Меньше пустой беготни, быстрее добираешься туда, где начинается драка. Еще один удобный момент: предметы можно покупать прямо на карте, и игра сама подсказывает нужный айтем для твоего билда. Но это когда хватает монет. И вообще, мне кажется, это привилегия всех мобильных моба. Разве нет? Плюс здесь уже больше 10 героев с активными способностями и ультимейтами, так что пространство для разных стилей не выглядит пустым. А для ранней версии это смотрится неожиданно хорошо. Так что, если ты соскучился по прикольным моба-играм, то обязательно советую поиграть. Когда будут оффлайн игры? Братишка, я думаю, совсем скоро, поэтому следи за каналом. Когда побег рыб из аквариума превращается в настоящее приключение, уже становится довольно интересно. Здесь 4 рыбных друга пытаются вырваться из тесной аквариумной жизни, и уже в этом есть нужное настроение. Основа тут построена на физике, поэтому каждая малейшая ошибка или удачное движение ощущается руками, а не только глазами. И самое приятное, что у каждой рыбы есть свои фишки. Одна лучше плывет, другая помогает катиться, скользить или по-своему проходить сложный участок. Поэтому головоломки не сводятся к одному возможному варианту прохождения. Плюс игра не запирает в одной локации. Ты выбираешься на улицы, добираешься до фонтанов, проходишь через разные пространства, и история побега начинает ощущаться заметно шире. Здесь больше 50 уровней, так что это не однообразная милая идея, а полноценное приключение. По мере прохождения открываются новые водные друзья и специальные возможности. И на этом фоне игра постепенно создает главное ощущение. Это история про свободу, дружбу и движение вперед. Но из минусов могу отметить в том, что она локализирована на 50%, а остальные 50% на китайском. Но в целом это не мешает понимать, что тут происходит. А инструкция, как в нее поиграть, будет у меня в телеге. Есть игры, которые цепляют не одной фишкой, а ощущением большого путешествия. Океанхорн 3. События идут через тысячи лет после прошлой части, и сама игра задает нужный масштаб. Темное море, технопират М, ее команда на борту, старые персонажи и тайны затерянного бога. Но важнее не лор, а то, как игра с ним работает. Здесь мир не просто фон. Ты двигаешься через опасные зоны, натыкаешься на сложные головоломки, влетаешь в РПГ-битвы с новой боевой системой и периодически упираешься в действительно крупных боссов. За счет этого приключение все время меняется и не застывает в одном режиме. Отдельным плюсом можно отметить это крафт оружия и снаряжения. Это добавляет ощущение, что ты подстраиваешь путь под себя, а не просто идешь по одной заранее собранной дороге. И еще любопытно, что здесь можно попробовать вид от первого лица. Ну, правда, необычно. Если хочешь мобильную РПГ с атмосферой, масштабом, то однозначно стоит поиграть в Океанхорн в любую из частей. Важно отметить, что игрушка эксклюзив для Apple. Да-да, на андроиде нет.
Если любишь симуляторы, где важна не скорость, а сам маршрут. Но на самом деле на бумаге звучит все просто. Вози грузы, следи, чтобы ничего не случилось, и развивай свою компанию. Но по факту игра уходит глубже. Нужно собрать правила, аккуратно спускаться по склонам, следить за передачами, вовремя уходить на отдых и параллельно решать, куда вкладывать деньги. А вот на этом фоне поездка начинает ощущаться не просто маршрутом, а нормальной работой, в которой есть темп и своя логика. При этом игра дает развернуться и в развитии бизнеса. Можно покупать гаражи, прицепы и склады с пассивным доходом, расширять свою грузовую империю. Плюс тут много именно приятной возни с машиной. Двигатель, тормоза, турбина, шасси, шины, салон, освещение, приборка. Настроить реально есть что. Дополняет все это открытый мир, разные типы дорог, смена дня и ночи, погода и даже возможность пройтись по кабине. Мне кажется, не всем зайдет такой размеренный вайб. Но если любишь симуляторы, где сама дорога становится чем-то большим, то с этой штукой ты реально надолго залипнешь. Лайк, можешь передать привет Богдану? Пожалуйста. Без проблем. Богдан, привет тебе. Кстати, братишка, если ты тоже хочешь попасть в ролик, то задавай какой-нибудь интересный вопрос. Ну или просто передавай привет. Мрачный sci-fi. Отряд операторов и мир, который хочется изучать дальше. Здесь уже все держится не только на тактических битвах, но и на исследовании открытых зон, скрытых заданий и решений, которые влияют на развитие истории. Сюжет при этом завязан на борьбе с таинственной инфекцией, и за счет этого у мира сразу появляется нужное напряжение. Но главное, что тактика никуда не исчезает. Мы по-прежнему собираем отряд операторов, думаем о развитии юнитов, спецспособностях и типах урона. И именно это решает, как пройдет бой. Я, наверное, забыл сказать, но это вторая часть. Просто теперь между сражениями игра дает больше свободы. Можно искать ресурсы, взламывать терминалы, запускать механизмы и изучать локации. Не как декорации, а как часть самого процесса. Плюс здесь сохраняется фирменная атмосфера мрачной, научной фантастики. Анимация, дизайн карт и саундтрек тоже работает в одну сторону. Поэтому мир ощущается цельным. Если тебе нравится, когда игра сочетает тактику, сюжет, то эта игрушка выглядит очень неплохо. Иногда у игры хватает буквально пару кадров, чтобы стало ясно, здесь ставка не на осторожность, а на чистый мясной шутан. И при этом все выглядит именно так. Это онлайн-шутер от первого лица в футуристическом сеттинге, где нас бросают против механических пришельцев и почти сразу требуют не стоять на месте. Вообще игрушка мне напомнила Helldivers. Тут нужно уклоняться от снарядов, бегать по арене, вовремя менять оружие и держать давление, иначе мы проиграем. После обучения игра еще и быстро переключается в кооперативный режим. Собираешь группу из 4 человек и идешь зачищать подземелья. И вот тут появляется главное отличие от обычной мобильной стрелялки. Можно включить голосовой чат, можно призвать меха-робота. Отдельно добавляет веса и то, что этот проект уже успел набрать как минимум 360 тысяч загрузок и зайти в топ-2 по скачиванию. Ну, разве что в Китае. Но тем не менее, честно, минусы тоже есть. Это набор приемов у роботов. Пока выглядит не особо, но даже с этим все выглядит очень хорошо. Короче, сейчас проходит бета-тест. И если хочешь залететь, инструкция будет у меня в телеге. В геройских шутерах все обычно решается довольно быстро. Либо матч собирается, либо рассыпается. Overwatch Rush выглядит как игра, которая делает ставку именно на собранность. Здесь бои быстрые, но не пустые. Каждый герой идет со своим набором способностей и ролей. Поэтому выигрыш держится не только на реакции, а еще и на том, как команда в целом понимает момент. Где ворваться, где перехватить темп, где дожать, а где подставиться под лишний размен. Отдельно плюс разные стили внутри одного состава. Можно давить даже тяжелым героем, играть от мобильности, ловить тайминг способностей и подстраивать подход под конкретный матч. Плюс сюда добавили модификации характеристик и таланты, так что любимого героя можно подогнать под свой ритм. Форматы тоже не ограничиваются одной схемой. Если нужен мобильный экшон, который не только быстрый, но и требует головы, Overwatch Rush смотрится довольно неплохо. Особенно для тех, кто любит командную игру и нормально мыслит тактически. Devil May Cry не пытается быть спокойной или аккуратной игрой. Мы играем за Данте, а значит почти сразу попадаем в знакомый ритм. Эпизоды, задания, монстры, демоны и бои, где важно не просто победить, а собрать связку так, чтобы сам процесс выглядел и ощущался мощно. За счет сочетания ближнего и дальнего оружия. Драки не скатываются в тупое закликивание. Наоборот, игра все время подталкивает менять дистанцию, комбинировать удары и держать стиль. Отдельно работает демоническая форма Данте. В такие моменты бои становятся
становится еще агрессивнее. Растут сила и скорость. По мере прохождения открываются новые виды оружия и приемов, поэтому боевая часть не стоит на месте и постоянно подбрасывает что-то новое. Да, здесь есть и сюжет, и атмосфера, но главное все-таки в другом. Игра очень хорошо понимает, за что ее любят, а именно за темп и самое главное это за боевку. И погнали уже к первой строчке. Red Dead Redemption оказалась на первом месте не потому, что это просто громкое имя. Она остается в памяти как большая история с очень сильным послевкусием. Да, это культовая игра от Rockstar, и сам факт, что она добралась до мобилок, уже добавляет ей веса. Но главное здесь не статус, а путь Джона, бывшего бандита. Федеральные агенты вынуждены снова идти в прошлое и охотиться на людей, которых он когда-то назвал друзьями. И на этом игра держится особенно крепко. Но это не история про абстрактную миссию, а про человека, который пытается защитить семью, пока прошлое снова тянет назад. За счет этого сюжет ощущается не просто масштабным, а личным. Отдельный вес дает мод Nightmare, который идет вместе с основной игрой. Это уже совсем другой оттенок знакомого мира. Вместо одной большой драмы включает хоррор-историю про борьбу в зомби-апокалипсисе. Поэтому вершину этого ролика я закрываю. Red Dead Redemption. Тут у нас сильная история, сильное послевкусие и финал, после которого уже правда ничего добавлять не хочется. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Вы старший кондуктор легендарного поезда, символа власти и порядка в необъятной стране. Ваш вагон — это микроскоп общества, где каждый пассажир скрывает что-то или о чем-то. Ваша задача — следить, контролировать и решать, кто достоин продолжить путь, а кто должен сойти. И выглядит, правда, очень интересно. Обещается выйти в ближайшем месяце, поэтому ждем. Ну а на этом все. Меня звали как всегда Лайт. И если ролик зашел, поддержи лайком и залетай в эти топы, которые на экране. И всем пока-пока.